Я, насколько знаю, потому что общалась и с Рифат Ага, было много интервью и с другими представителями Меджлиса. Конечно, активные переговоры, чтобы понять ситуацию, Киев молчит, ничего не понятно, зеленые человечки. Но вот Рифат Ага рассказывала, что были какие-то предложения от Меджлиса, вот такие квоты должны быть. Шли переговоры с Константиновым, с Аксеновым, как-то пытались это все решить, когда еще не было понятно, что это аннексия. Да, в то же время первые мирные митинги, когда женщины вышли на протест, не Меджлис, не какая-то там организация, не Русское единство, что-то еще, именно женщины разных национальностей вышли на протест. Первый митинг, одиночный пикет, Ришат Аметов, который стоял с плакатом, его потом забрали, его убили. Скажем так, не совсем так. Вот, например, первые женские пикеты, которые начали организовываться, это была инициатива, в том числе члена Милли Меджлиса. Да, безусловно. Я говорю, я просто пытаюсь вот тоже описать такую другу. Вы одну сторону описали, я тоже как наблюдатель, вот и из тех интервью, которые у меня были, другая картинка, что вот происходит. Военные есть опасность, но митинги также мирные проходят. У нас есть целый фильм «Крым непокоренный», о том, как крымчане не боялись, выходили на мирные протесты и говорили о том, что Крым — это Украина, да, и крымчане разных национальностей были, безусловно, там были представители Меджлиса, это да. Ришат Аметов, который вышел на одиночный пикет, и которого просто забрали силой, и потом его убили. И это очень страшная вещь, потому что человек без оружия, без ничего. Рифат Ага, Мустафа Ага, все вы говорили о том, что, конечно, не должно быть оружия, не должно быть кровопролития, все должно быть мирно. И в то же время есть разные переговоры на разных уровнях, и в итоге вот такое решение, которое, конечно, многими и сейчас уже там экспертами, наблюдателями, политиками говорят о том, что это, наверное, было все-таки, не надо было идти. Тем более вот в российскую власть Крыма тогда пошел Ленур Ислямов и Заур Смирнов, да, который, Заур Смирнов там и остался. Ленур Ислямов вышел, да, из этого. Ну вот цитата Ленура Ислямова, Крым-информу, например, да, он говорит, что Крым — субъект России, и нужно жить уже по этим правилам и пожать руки. Вот такие фрагменты интервью в том числе есть. Как это можно объяснить? Вот надо было действовать все-таки таким образом, как поступил Меджлис тогда? Или были варианты? Вот спустя больше, чем 3 года. Я думал об этом. Я не был сторонним наблюдателем, которым легко давать оценку, и особенно с сегодняшней точки зрения. Мы в то время, когда вот происходили отдельные моменты, связанные с похищением, там, с напряженностью ситуации, мы создавали некие такие, скажем, группы самозащиты. Мы несколько месяцев, день и ночь имели связь по всему Крыму, вот с этими группами на самостроях, в городах, и была задача номер 1 — сохранить свои семьи. Государство, которое имело возможности, войска, спецподразделения, оно оказалось абсолютно бессильным в Крыму. Это было время, я бы его назвал, неопределенности, но не в основных принципах целостности Украины, что это оккупация. У нас по этому вопросу сомнений не возникало. Но если мы принимали какие-то решения, то мы исходили из той ситуации, в которой оказались, но не нарушая базовые принципы. В то же время в основном государственные органы нарушили базовые принципы. Базовые принципы не просто попытки каким-то образом использовать контакты для того, чтобы сохранить
и худшего не допустить. Нет, они просто предали. Другого слова нет. Отдельно взятые граждане могли давать свою оценку или мнение. Это не есть преступление. Вопрос в том, руководствовались ли они в такой тяжелый период решением национального органа. Стали ли они в противодействие, в противовес решениям? Нет. Вы говорите про конкретную цитату Ленура. Например, Ислямова, того же Ленура. И другие были. Если мы сейчас проведем персонализацию в государстве у нас по подобным вопросам, ну, 50% могут попасть, условно говоря, под эту категорию. У всех было свое мнение. Вопрос в другом. Власть государства в противовес какое количество встало? Ну, мизер. И в том числе в Украине. Так вот, это нельзя оценивать с точки зрения ошибок. Это нужно оценивать с точки зрения реальности и тех условий, в которых оказались не только мы, и Украина. Поэтому, если бы мы вот так последовательно дальше бы, несмотря на какие-то моменты, которые не были однозначны и, может быть, не совсем понятны, но последовательно не шли бы, то сегодня не стоял бы вопрос вообще о принадлежности кому-либо Крыма. Но, говорю же, отдельные сомнения или вопросы – это нормально. Это нужно обсуждать. Но с точки зрения, вернее, не с точки зрения показать себя здесь, значит, условно говоря, героем, да? Некоторые, например, раз взяли и уехали с Крыма, да? И потом отсюда пытались учить, как там делать. И у меня был такой шанс, но я же не воспользовался, да? Поэтому... То есть, зная то, что вы знаете сейчас, тогда вы поступили бы ровно таким же образом, потому что вот это была единственная Если касается мера. Конкретно меня, я... ну, если бы я что-либо сделал бы такое, за что мне было бы стыдно, ну, я бы не сидел 3 года и не вел бы себя соответствующим образом. Что касается национального органа крымских, Меджлиса, мы делали, соизмеряя свои возможности в той ситуации. Это сохранить народ, безопасность, но не ценой предательства. Мы, отстаивая, может, за это нас и прессуют там по сей день, нам это простить не могут. Потому что стоило бы нам хотя бы лояльно, уже даже не декларируя, а лояльно себя повести, я думаю, что к сегодняшнему дню вопрос Крыма не стоял бы на повестке дня международных институтов. Это очень тяжелый вопрос, но в нем надо разбираться, поэтому очень благодарна вам за то, что вы дали свой комментарий, да, за то, что вы поделились своей точкой зрения. Это очень важно, потому что надо анализировать всегда прошлое для того, чтобы понимаете, в силу того, что я там находился и очень активно находился, я, в принципе, обладая достаточно стабильной памятью, может быть, поэтому там меня коллаборанты и оккупанты ненавидели, а здесь некоторые, которые, скажем, переобувшиеся, да, или спасшие себя, представляющие себя героями, да, ну, скажем так, может быть, им неудобен я. А я, например, очень многие фазы, которые там происходили, особенно в этот период, да, у меня достаточно отложились в памяти. Мне и моему народу, поверьте мне, ни за одно действие не стыдно. Ни в тот период, ни сейчас, даже с этой точки зрения, рассматривая тот период. Существует ли
Раскол Меджлиса, который мог начаться как раз вот в тот период, когда это очень сложные были дискуссии, делегировать своих представителей во власть или не делегировать. Тогда разные, совершенно разные точки зрения были в том числе. Вы сами помните прекрасно, как это было сложно, что даже там у некоторых это личные рассказы до слез доходило, что такое было сильное противостояние. Вот в тот момент не случился ли какой-то вот раскол, может быть, на уровне личности где-то, да, и есть ли он сейчас? Меджлис крымско-татарского народа — это такой, знаете, не штаб батальона или армии, да, не военизированная группировка или там партийная, где там уставом прописано, и, значит, не хочешь, тебя там проголосовали, вышвырнули, да, или ты там продолжаешь. Это выборный орган. Я себе тоже задавал вопросы, почему некоторые члены Меджлиса, которых я поддерживал и очень активно там пытался способствовать избранию Меджлис, да, где-то, значит, выходя на собрание, поддерживал, и потом люди голосовали, да, но это живой процесс. Иногда не знаешь, в какой ситуации люди как себя поведут, потому что, в принципе, эти 25 лет ситуация, пусть и бурно, пусть и активно, но развивалась стабильно. Логистика была такая очевидная и стабильная. В такой ситуации я видел людей, которые, в моем понимании, ассоциировались с такими, со стержнем, мужественные и повели себя, ну, очень, я другого слова не найду, дешево. И тут не в расколе дело. Тут дело в нахождении возможностей продолжать функционировать этому органу. Я же еще раз говорю, назовите мне хоть одну республиканскую организацию, которая бы смогла бы там не отдельно взятые личности, которые делали заявление, а вот как орган партийный. Не назовете, их не было. Так вот, то, что нам удалось как национальный орган сохраниться и продолжать, да, с проблемами. Да, может быть, не всем было понятно некоторые решения, понимаете, да? Но мы точно ставили преамбулы ценности, базовые, и двигались, мы показывали ориентир и народу. Ну, например, вот вставал такой вопрос, как с паспортами. Понимаете, брать да? ли российские брать паспорта? Или не брать. И не только крымским татарам, и других гражданам других национальностей. Это не та ситуация, когда ты взвешенно принимаешь решение, заранее зная, что, как поступишь. Ну, не взял паспорт, сел, взял семью и поехал в Украину. Да, потому что здесь условия тебе не дадут жить, там, миграционные процессы и так далее. Может Украина на это повлиять? Нет, она очень слаба. Мир что об этом думает? А мир только озабоченность проявляет, да? Каждый день, регулярно, да? Вот. И тогда какой выход из этой ситуации? Выйти легко объявить, не берем паспорта. А что дальше? И мы это и не только крымским татарам говорили. Мы сами были настолько этим вопросом очень серьезно обеспокоены, что мы поняли, что мы вот такого конкретного решения принять не сможем. Да, потому что мнения разделились. Я паспорт не взял. Не взял, я как личность сам для себя это принял решение. Как отдельный человек. Это право каждого. Но если бы я обратился бы к народу и сказал бы, не берите паспорта, я должен сказать, что делать потом. Поэтому вокруг этих вещей тут не надо искать какие-то отдельные аспекты для того, чтобы потом давать анализ тому, что происходило в Меджлисе. Кто-то был против, кто-то за. Я еще раз говорю, это такой живой избранный орган со всеми минусами и плюсами.
цель стояла сохранить его как национальный орган и двигаться по базовым вопросам. Удалось это? Давайте оценим сразу, скажем так, по действиям оккупантов. Им, например, не нужно было перевербовывать какие-то активные республиканские организации. Их просто не стало. Некого было как организацию перевербовать. С Меджлисом что произошло? Да, оказались в них несколько подлецов-коллаборантов. Но в итоге Меджлис под запретом. Секундочку. Да, вот к этому я и веду. Да, они же пытались списки, они же пытались сходить, чтобы собрать достаточное количество подписей. Из 33 там 5-6 уже не было, в Киеве были, а остальных пытались по разным предлогам ломать и избрать нам назначенного лидера Ремзи Ильясова. Или уже у кого-то короткая память и забыл этот период? Нет, больше 7 подписей они не собрали. Дальше. Пытались вести отдельные переговоры по Хурултаю и пытаться в Хурултае, думая, опять-таки, под анализом тех продажных специалистов, аналитиков в этих службах СБУ, у них на столах, я видел это. Я и по себе видел эти лживые анализы работников СБУ, которые перешли в ФСБ. Поэтому я знаю, о чем говорю. Понимаете? Сейчас, секундочку. И они пытались Хурултай переформатировать. Получилось? Нет. 36 подписей из 250 только смогли подбить под эту То, что гадость. Меджлис в итоге, в госпожа итоге Поклонская объявила организацией особо опасной, да, это в принципе обо всем и говорит. Да, поэтому это есть спекулировать на отдельно взятых эпизодах, не анализируя полностью все, не давая оценку полностью, это просто, я думаю, что вот ничтожная попытка людей, которые сами понимают, что пойдет. Мы анализируем, мы как раз, если вы к моим вопросам, да, я я понимаю, да, мы пытаемся анализировать и собирать разные точки зрения. Ахтем Ака, о вас также говорят как о непримиримом даже борце с исламской партией Хизбут-Тахрир в Крыму, да, до аннексии, я имею в виду, да. Теперь эта организация запрещена в Крыму, поскольку де-факто Крым находится под контролем России, в России деятельность этой организации под запретом также. Но вот сейчас, после массовых арестов крымских мусульман, и обвиняют их в том, что они принадлежат Хизбут-Тахрир, да, как-то ваше отношение к этой организации изменилось ли? Вот еще один миф, который был в аналитике СБУ по Крыму. Непримиримый борец. Я всегда к этому относился таким образом, что есть там основная самая большая группа просто ребят, не определившихся и еще не готовых понимать, что такое национальное движение, борьба за свою родину, что такое ислам в нашей культуре, в нашей национальной среде. Потому что объективно 50 лет у нас это отняли все. Понимаешь? Понимаете? Так вот, я в какой-то момент очень жестко принимал решение и со своими, значит, ребятами противодействовал. Это когда касалось ключевых вещей. Например, попытка переформатировать управление там в муфтиате или там в отдельно взятой общине или в мечети. Но это рабочие моменты, которые нужно было отслеживать. Но это не непримиримость. Это мои соотечественники, так или иначе, до которых у нас руки просто не доходили в связи с большим противодействием разных, в том числе, к сожалению, на тот период, украинских сил политических, которые все время занимались, я уже московский не говорю, которые все время занимались тем, как же расколоть эту монолитность, эту политическую нашей нации, да? И мы не все успевали. Поэтому подобного рода вещи могли иметь место, но не массово. Другое дело, были некоторые эмиссары, встречаясь с ними, которым я вот
на свое усмотрение четко говорил: ребят, я знаю, что вас я перевоспитатель, там переубедить у меня нету сил, но есть правила. И вот за черту эту недозволено переходить. Тогда мы вынуждены будем реагировать жестко. Это несколько человек, которые явно отрабатывали, и в том числе отрабатывали указания тех СБУшников, которые потом перешли на московскую сторону. Это я точно говорю вам. Так вот, сегодня я категорически против, потому что против вот некоторых оценок журналистов, и скажу вам почему. Я с ними со всеми встречался, у меня уже появилась возможность, я как бы уже старосиделец, да, там много сидел, я знал нюансы какие-то. И я к ним имел возможность в коридорах с ними общаться. Они с большой надеждой вот на мое влияние там, на мою поддержку рассчитывали. И я готов, сразу ее пытался оказать в тех объемах, в которых мог. Но я знал основную причину спекуляции Москвы в этом вопросе. Я ее видел. Какая? Они не вопрос не в Хизбут Тахрире, они крымские татары. И их не надо называть крымские татары и мусульмане. Я просто о том, что не все крымские татары, да, которые сегодня находятся под этим делом. Я сейчас это скажу. Или крымские мусульмане. Понимаете? Хизбут Тахрир надо убрать вообще с оценкой в отношении ихнего там нахождения. Это статья Уголовного кодекса о запрете определенных, значит, организаций на территории России, да? Вот если бы их только по отношению вот к такому узкому восприятию этой статьи вели бы, у них бы ничего не выгорало. Это политзаключенные, потому что они крымские татары. Да, тот же Рустем Зитулаев, который не крымский татарин, но который со мной на одном этаже был, хороший мальчик, которому я... Каждый раз, когда у меня была возможность проходить там, я говорил: как дела, там, Кадян? Все нормально. Там нормально смотрят, это есть некоторые правила, да, в тюрьме. И я специально подходил это делал, потому что мы должны везде себя уметь друг друга поддержать, защитить. Понимаете? Поэтому это мои соотечественники другой группы активности. Москва бьет по активным группам и ярлыки вешает. Ну я же тоже не тогда, получается, политзаключенный не потому, что у меня тоже уголовная статья. Поэтому вот мы должны с вами вместе не давать повода игры слов, которая играет на руку вот этим бандитам, которые и спекулируют на этом. Конечно, в Европе, если сейчас сказать, вот Хизбут Тахрир, вот мусульмане, поэтому там неоднозначное восприятие. Да, так давайте, если мы хотим помочь этим ребятам, и в том числе, которые не крымские татары там, мы должны говорить о политзеках и делить крымские татары, украинцы, русские, потому что если только мы вот эту их